это тачка. Вот эта тачка, это куст ивы, это мартовские, освещение мартовского грязного снега. Для обывателя изображенное на этой картине всего лишь обычный вид из окна. Для мастера целая философия. Художник в обыденном и привычном видит то, что не замечает кто-то другой. Вот, например, позолоченный утренним солнцем двор. Солнечные лучи просвечивают сквозь сломанный скворечник, а ведь это всего лишь типичный двор Затона с серыми типовыми пятиэтажками. Это вот как трафарет, как антураж, он не меняется, как в день сурка, как застыл. Вот, а наслаивается только впечатление и то, что приносит что-то, какая-то другая жизнь. Ну, например, вот на этой березе постоянно был скворечник, сейчас там мои любимые 4 вороны, с которыми мы общаемся. Вот очень такие друзья. Ну, в общем-то, приносит то впечатление, которое мы живем или которое делает нам окружающий мир. Вот даже если взять серую типовую пятиэтажку, да, у нее такая отделка, если вы видели маленькие квадратики блестящие, эта отделка называется, знаете, как называется? Ириска. И вот в этой ириске, отделке, вот этой типовой, отражается любое время года. Таким Лера Асташова видит свое пространство. И по ее словам, для большинства художников жизнь – это всего лишь 4 стены. И неважно, где они находятся – в Сыктывкаре или Африке. Главное – впечатление и отношение мастера. Впрочем, у каждого участника выставки свое пространство. Улицы, дома, мастерские, комната, предметы и даже животные – они тоже часть среды обитания. И не надо искать в картинах какой-то смысл или логику, считает автор проекта Ирина Романова. Например, вот эта работа с рыбкой и яблоками, которая вызывает немало вопросов у посетителей выставки, всего лишь первая попытка попробовать технику лессировки маслом. Мы менее придаем смысл и значением своим работам, чем нас этим наделяет. Да, может быть, что-то есть в этом философского, яблоки, рыбы, ключи, работа называется «Гнездо». Но в основном, да, работа имеет идею, но потом какие-то предметы добавляются чисто для композиции, для уравновешивания композиции, как нюансы. То есть вот эти вот 2 ключа, они появились совершенно попозже, чем сама работа состоялась. Просто нужны какие-то были нюансы, какое-то равновесие в композиции. И потом уже, да, они обрастают какими-то философскими смыслами. Это первый совместный проект художниц, но не последний. По словам Ирины Романовой, в планах сузить пространство до деревенских размеров. Уже этим летом мастера намерены отправиться в Козловку под Ухтой. И тогда их новая экспозиция, возможно, представит уже не только картины, но и скульптуры, роспись на прялках, работы из войлока. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.